Добрый день всем, кто подключился к нашему эфиру. В эфире «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин. А у нас в гостях первый секретарь Республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в башкирском парламенте Юнир Кутлугужин. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что наша программа идет транслируется в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь вы можете оставлять свои вопросы, ставьте лайки. Вопросы ваши мы постараемся озвучить. Первый такой, наверное, общий вопрос, Юнир Галимьянович. С каким настроением встречаете Новый год? Можете вкратце подвести итоги этого года для вашей партии? К любому празднику, наверное, у каждого человека есть какие-то планы, хотят встретить Новый год с хорошим настроением. Да, это присутствует, конечно, потому что есть и другая сторона медали. Когда наше государство ведет специальную военную операцию, здесь, наверное, стоит задуматься. Поэтому новогодний праздник мы будем праздновать в узком семейном кругу. Таких больших пиршеств не планируем, а провести время с пользой для себя, для дела. Прежде всего, конечно, с детьми, с внуками, лыжи, баня, игры. Ну и в то же время, когда будет возможность, конечно, я слежу за последними новостями в мире, в стране и в республике. Вот таким образом планируем. В конце каждого года все-таки принято подводить итоги. Давайте расскажите, чем все-таки этот год для вашей партии интересен, особенный. Для нашего республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации этот год оказался нелегким, трудным тоже не могу сказать, потому что в этом году, конечно, главного вопроса выборов не было, но тем не менее были дополнительные выборы, но и знаменательные даты советского периода жизни. Это в первую очередь 19 мая текущего года мы отметили столетие образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. К этому празднику мы готовились во всех районах и городах, готовились с тем расчетом, чтобы напомнить советским людям, у кого еще сохранился советский дух, напомнить о пионерии. Когда мы встречались с нашими избирателями, с удовольствием участвовали на наших мероприятиях, поддерживали нас, делились своими мнениями. И когда мы принимали в пионеры уже сегодняшнее поколение детей, те пионеры 70-х, 80-х годов, они тоже вели себя как подростки, пионеры, с удовольствием читали и вспоминали клятву пионеров, также проводили торжественные собрания и пионерские линейки, как в детстве. Вы тоже были пионером? Конечно. Какие воспоминания в этом периоде жизни у вас? Приняли, конечно, в деревенской начальной школе. В классе нас было 6 человек всего. Нас принимали 19 мая. В 3 классе я учился. Это долго запомнил я. Как третьеклассники нам привязывали галстуки. То есть уже старшеклассники в 3 классе. И чувство ответственности я помню. Я знал, что пионер должен быть примером для братишек, сестренок. Среди своих сверстников держать себя в норме, не шалить, не наносить ущерб школьному имуществу, дома, помогать прежде всего родителям, быть полезным. Угу. Пионер, он должен давайте быть... от прошлого все-таки к настоящему. Да. О прошлом можно много говорить. Давайте вспомним последнее заседание парламента 15 декабря, на котором вы, как лидер фракции КПРФ, предлагали поправки в бюджет. И эти поправки отклонили. И при этом, если я правильно понимаю, нарушили регламент рассмотрения поправок. Это так или нет?
Я извиняюсь, я еще не закончил по итогам 2022 года. Вот Прошу еще прощения. знаменательная дата. Вот 100 лет СССР. послезавтра исполняется 100 лет образования Союза Советских Социалистических Республик. По этому поводу мы тоже провели торжественное собрание, и хотел бы выразить администрациям районов и городов, которые поддержали нашу инициативу и совместно провели торжественное мероприятие. Это тоже говорит о том, что есть что вспоминать. Были Про это даже я достижения, хотел успехи. потом еще отдельно поговорить. Ну ладно, хорошо. Тогда по вашему вопросу о последнем заседании Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Я бы не сказал, что фракция КПРФ внесла какие-то поправки в регламенте. Не, про бюджет я говорю. Регламентом предусмотрено, что широкое обсуждение должно быть. Депутаты имеют право высказаться. Там не только коммунисты, также могли и либералы, справедливо россы могли выступить. Даже единороссам тоже позволено. Просто они не воспользовались своим правом, может быть, сказать надо. А в этом году наши депутаты-коммунисты в Государственном собрании подошли к рассмотрению этого главного экономического финансового вопроса очень ответственно и, надо сказать, грамотно. Мы создали группу из депутатов и экспертов, попросили экономистов с научными званиями, чтобы они нам помогли разобраться в этом важном документе. Потому что от этого документа зависит судьба нашей республики уже наступающем 2023 и последующих 2 годах. И действительно, вот мы задумались, неужели нельзя исправить положение тех слоев населения, которые вот сегодня находятся в тяжелейших экономических условиях. И поэтому мы попытались в этом разобраться и подготовили свои предложения по поправкам в бюджет, и заблаговременно мы их оформили, подали. Прежде чем подать, конечно, мы обсудили у себя во фракции, и мы решили, да, действительно подать надо эти поправки, потому что они были направлены на повышение доходной части и расходной части в сумме 18,3 миллиардов рублей. Это большая сумма, почти 10% от бюджета, ну пусть там 8%, я уж грубо, Ну, плюс-минус, да, да, порядок. грубо говорю, но обычно мы делали так же, как и наши коллеги из других фракций, предлагали там построить, Ну, то есть расходную часть увеличить, да, как бы. расходную часть только мы рассматривали. А здесь мы попробовали подойти и выполнить закон о бюджете, чтобы наши поправки были деловыми, взвешенными, и предлагая доходную часть увеличить, и предложили и расходную Ну, часть. то есть, чтобы был как некий баланс. Баланс должен быть, да. Вот с этой точки зрения мы так и сделали. Вот. По поручению наших товарищей я выступил и предложил наши поправки. К сожалению, они не были приняты и на заседании комитета по бюджету, правительством не были услышаны, но и на госсобрании тоже за наши поправки только мы, коммунисты, проголосовали. Но я знаю, что это начало нашей такой деятельности, скажем, потому что эти цифры, наши предложения мы еще будем обсуждать и в будущем, потому что в ходе деятельности мы еще не раз будем возвращаться и будем, конечно, обращать на это внимание.
особое внимание. А все-таки регламент вот, рассмотрения поправок был нарушен, или все прошло как в соответствии с регламентом? Вам дали как бы обоснованный ответ, почему отклоняются поправки? То есть вот там Минфин или кто должен был это сделать? Ну, по нашим поправкам мы получили от Минфина в ходе обсуждения на заседании на нашей прошлом- фракции, и потом они присылали нам ответ, ну, общий, по нашим поправкам, по пунктам, обоснованно, необоснованно они такого вывода не сделали. Мы считаем, что наши поправки были обоснованными, и мы опирались при этом на федеральные, республиканские законы и тоже соблюдали. И вот этот баланс соблюли. Ну, то есть есть шанс, Это- вот мы вчера буквально давали новость о том, что прокуратура обратилась с запросом в секретариат Госсобрания и будет проводить проверку, насколько там все-таки были нарушены вот эти нормы регламента. Есть шанс, что, возможно, прокуратура даст какой-то ход этому даже делу, да? Да, и вот я еще хочу досказать о том, что и от комитета Госсобрания по бюджету мы не получили конкретного письменного ответа. Потому что то, что депутаты и наши коллеги говорили мне о том, что мы не правы, вы подошли поверхностно, не изучили, детали не знаете, но это же не Ну, деловой это слова. на самом разговор. деле. Нужно да. же говорить, почему та или Да, иная цифра да, там да. неправильная, Поэтому или что-то в этом духе, да? Я, услышав от вас такую информацию о том, что прокуратура республики заинтересовалась этим вопросом, я считаю, что правильная реакция, и я надеюсь, что если какие-либо нарушения допущены были, надо исправлять. А есть шанс, что каким-то образом бюджет пересмотрят? То есть сейчас уже в окончательной редакции принято? Да, этот окончательный бюджет принят, поэтому если со стороны прокуратуры будет серьезные претензии, возможно, мы должны вернуться к этому вопросу. Если вернемся, мы, конечно, с удовольствием будем работать и с членами правительства, членами комитета по бюджету, ну и в целом с большинством представителей политической партии «Единая Россия» мы готовы отстаивать свои позиции. А можете там одну-две, не знаю, поправки, которые вы считаете, вот на самом деле действительно нужно было принять и почему? То есть, ну, я понимаю, там может было много, обо всем сейчас нет Обо смысла всем, говорить. конечно, сегодня мы на передаче не сможем. И Ну, какую-нибудь одну конкретную поправку у или меня две. тоже нету такого специального образования, и поэтому я опираюсь на мнение наших коллег и экспертов. Вот я хотел бы обратить внимание на два момента. Вот, например, мы предлагали увеличить бюджет на 18,3 миллиарда рублей. Глава республики предложил на 10 миллиардов. Вот, например, по увеличению дохода по налогу на прибыль мы предлагали на 2,5 миллиарда, а глава республики на 4,2, почти в 2 раза больше принято. Вот в этом вопросе я считаю, что общий вопрос мы рассматривали. По дивидендам наша фракция КПРФ предлагала повысить на 6,7 миллиарда, а по поправкам главы 1,25 миллиарда. Здесь То вы есть, немножко разошлись, как ну бы. да, по да. цифрам. И вот в этих вопросах мы могли найти общую точку соприкосновения. И я считаю, наш труд не пропал бы даром. И правительство бы, если со своей стороны показал бы себя о том, что представителей народа слышим, делаем. Вот хотя бы вот так. А в расходной части, насколько я помню, там какие-то предполагалось ввести пособия там, по-моему, для семей с детьми, школьниками и для многодетных семей. Да, Мне здесь, кажется, это весьма актуальный вопрос.
Мы по ходу заседаний комитетов Госсобрания, вот представители нашей фракции участвовали на каждом заседании и по каждому направлению деятельности этих комитетов предлагали, предлагали уже наши поправки, и об этом мы говорили. Вот останавливаясь на повышении доходной части, вот, согласно директивного требования федерального правительства, вот, государственные монопольные государственные компании должны 50% от чистой прибыли направить в бюджет. А у нас, к сожалению, вот это требование не выполняется, а меньше, выполняется наполовину, то есть 25%. За счет этого мы могли повысить доходную часть еще на 3,2 миллиарда рублей. Останавливаясь на поддержке социальных слоев населения, там мы предложили, вот как я сегодня помню, поддержать в первую очередь учителей. Потому что по зарплате учителей наша республика находится на 72-м месте среди 85 регионов, не учитывая еще дополнительных территорий. Да. Это очень низкая зарплата. И мы предлагали за счет увеличения доходов направить 3 миллиарда рублей на поддержку и на выравнивание заработной платы учителей. И у каждого учителя повысилась бы зарплата в среднем на 6 тысяч рублей. Это немного. И мы особо остановились на том вопросе, вот, уделить особое внимание одаренным детям. Вот, мы и на первом чтении заседания Госсобрания, и на втором об этом говорили. По нашей республике выделяется всего лишь 5,7 миллиона рублей. Мы предлагали вот эту цифру довести хотя бы до 100 миллионов, учитывая соседей наших республик. Там, по-моему, были контраргументы, что эти деньги как бы по разным программам раскиданы, и, возможно, вы не все учли. Да, докладчик в первом чтении говорил об этом, что 76,8 миллиона рублей набирается. Это, конечно, тоже неплохие деньги, но по сравнению с другими соседями, вот, например, Татарстан, вот эта цифра составляет 300 миллионов рублей, Самара там 142. А мне кажется, еще Мордовия и Удмуртия нас опережают. Да, Мордовия, Удмуртия, у них по темпам роста вот, по этим направлениям тоже больше. Поэтому в наших поправках вот эту цифру мы предлагали довести до 100 миллионов рублей. Ну и, конечно, в первую очередь мы законопроект даже подготовили. Поддержать многодетных семей. Каким образом? Они обычно не получают пособий в достаточной сумме, и, с другой стороны, большинство этих многодетных семей нуждаются в жилье. Сегодня мы этот вопрос не решили, и тогда не решили выделением земельных участков. И 2 года тому назад, по-моему, мы приняли закон о выплатах в денежной форме. И также этот вопрос решается медленно. По-моему, если вот такими темпами мы будем поддерживать их, растянется на 15 лет на имеющееся количество семей. А еще появится новое. А там же еще появится. Поэтому мы предлагали конкретную цифру. Если у кого-то из многодетных семей есть нуждаемость в съеме квартиры там, или же на жилье, 15 тысяч рублей ежемесячно выплачивать, чтобы их поддержать. Ну, условно говоря, кто-то мог бы взять ипотеку и вот эти деньги направлять на взносы. Да, там допустим, условно. В бюджете республики это где-то 500
миллионов рублей. Это небольшая сумма для Тем более вы республики. нашли источники дохода, Да. я так понимаю, Потом повышение. еще мы подготовили законопроект поддержать те семьи, которые имеют учащихся. Вот перед 1 сентябрем в прошлом году президент страны, когда по 10 тысяч дали, это же намного облегчило. И когда мы уже в мае месяце почувствовали, что у нас профицит бюджета и 2 миллиарда рублей оставались неиспользованными, мы, вот депутаты Старов, Галин и я, задумались о предложении, то есть подготовили законопроект, вот эту сумму направить на учащихся, и получилось бы на каждого ученика по 4 тысячи рублей. Это, конечно, не решение вопроса, но, тем не менее, облегчило бы решить эти вопросы. Угу. Что вот там напутал по поводу, во время участия в нашей программе депутат от «Единой России» Рустам Ахмадинуров, когда рассказывал об отношении к вашим поправкам? Вы даже прислали письмо в редакцию с требованием опровержения этих слов. Что именно там было не так? Действительно, наши коллеги иногда допускают ошибку, вот, обвиняют коммунистов во всех грехах. Если так разобраться, задача коммунистов была бы только в том, чтобы отобрать у богатых, там, у больших компаний и раздать. Мы ведь не так предлагали. Вот поэтому мы очень к этому вопросу относимся, скажем, щепетильно, да. Мы ведь поэтому по-деловому, обоснованно предложили, как увеличить доход и как правильно их расходовать, чтобы наши денежные средства не уходили налево-направо, а пошло в дело. А вы будете за, скажем, неправильные слова вот о ваших поправках в суд подавать? Я думаю, что мы все-таки работаем в одном парламенте, должны быть споры, должны быть и ошибки. Я думаю, что это в рабочем порядке мы эти вопросы утрясем и с нашими коллегами в будущем году, когда уже вернемся к вопросу пересмотра бюджета на 2023 год, найдем общие точки соприкосновения. Я напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Трансляция идет на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. И здесь уже появились первые вопросы. Давайте все-таки нашей аудитории дадим тоже возможность задать вопросы. Первый. На каком этапе идет работа по иску о признании незаконными решений, приведших к развалу СССР? Ну, я напоминаю, что была такая инициатива, по-моему, от депутата Рустама Хафизова. Мы об этом тоже говорили. А сейчас что на данном этапе? Что происходит? Этот вопрос, он очень серьезный. Одним махом судебным иском, наверное, не решить, потому что этот вопрос мы обсуждали на заседании бюро Республиканского комитета нашей партии. И мы сейчас, в данный момент, консультируемся с Москвой, Центральным комитетом. Мы здесь подключили юристов и республики, и Центрального комитета, также политологов. Сегодня могу сказать только то, что над этим документом работаем, и с Рустамом Флоридовичем тоже мы часто встречаемся, разговариваем, но нужно будет, наверное, время. Угу. Но у вас нет ощущения, что это как бы немножко бессмысленное дело, потому что сейчас уже назад все вспять не вернуть, время как бы не повернешь уже назад. Что сделано, то сделано. С политической точки зрения это правильный вопрос. И многие люди, не только пожилые, но и молодые уже, родившиеся после развала Советского Союза, они хотят видеть наше государство успешным и социально-экономическом отношении развитым. Поэтому здесь мы должны учитывать и эти обстоятельства. Но в целом это мое личное мнение. Вот, последние мировые
скажем, мировом масштабе решаемые вопросы подталкивают бывшие союзные республики к объединению. И когда мы проводили торжественное собрание по случаю столетия образования Союза Советских Социалистических Республик, об этом наши товарищи говорили и напоминали, что необходимо объединение, но для этого каждая республика, бывшая союзная республика, должна входить уже состоявшейся суверенной республикой. Ну, я думаю, что вышестоящие руководители нашей страны и политические руководители, наверное, сделают правильные выводы из создавшейся ситуации. Ну и, конечно, как политик отвечать. Я хотел узнать просто ваш вопрос, ваше мнение. Этот судебный иск по поводу возрождения СССР, он имеет смысл какой-то или не имеет смысла? Я сегодня однозначно не могу сказать. Поэтому над этим документом мы работаем. Когда уже выводы будут готовы, мы с вами поделимся, конечно. Угу. Тут еще вопросы поступают. Ну, можете не отвечать, потому что тут спрашивают про зарплату вашу. Какая зарплата у депутата Кутлугужина? Можете не отвечать. Ну, зарплата... Потому что считать деньги в чужом кармане не совсем прилично. Ну, зарплата, конечно, как у республиканского чиновника. Я сумму, конечно, называть не буду. Извиняюсь, конечно. Ну, это но, как бы ваше право, поэтому да, вполне. И мы, как избранники от политической партии КПРФ, мы оказываем помощь и родной партии, и вот оказываем помощь тем погорельцам, нуждающимся, конечно. То есть вы хотите сказать, что из ваших денег вот этих часть идет на помощь? Да, на помощь. Потому что у нас других рычагов решения экономических вопросов нет. Бывает иногда, когда фермеры обращаются... Нет, у вас есть очень хороший рычаг. Знаете какой? Это законопроект, да. который может помочь там не одному человеку, а какой-то большой категории людей. И поэтому вопрос следующий тоже вот от читателей, от слушателей, прошу прощения, привык читателей. Сколько законопроектов вы разработали за время своей деятельности, вот именно за профессиональные на парламенте? Примерно хотя бы. Я могу сказать о том, может быть, вместе с коллегами, там, с Галиным, Старовым. Там. В этом направлении мы в этом созыве поработали хорошо по сравнению с предыдущим. Потому что принят закон о детях войны. Вот мы на последнем заседании приняли о знамени победы. Это и политические, и экономические, скажем, законы, которые необходимы. Мы участвовали, готовили, спорили с единороссами, ну и через средства массовой информации мы доказывали свою правоту. Конечно, были такие законопроекты вот о выделении земельных участков многодетным семьям, вот о башкирском гектаре мы тоже говорили. Сейчас вот подготовили законопроект о материальной поддержке учащихся со следующего учебного года. Эти законопроекты, они поданы, но они должны пройти через заседание комитетов, президиум, правительство там, или глава республики дает добро или не дает. Вот эти моменты есть. Ну, работаем. И дальше будем работать. Смотрите, все-таки вот ваши инициативы были приняты. Вот вы говорили о детях войны и о Знамени Победы. Но вот Знамя Победы, например, взять, это же вы предлагали давно, а приняли только в этом году. И причем это так выглядело так, что будто бы это Единая Россия взяла такую на себя. Действительно. Вам не обидно, что как будто бы получается так, что со стороны, что ваши идеи как будто присваивают так? Такое ощущение есть, по крайней мере. Может быть, со стороны, да, действительно, есть такое ощущение. Наши идеи, законопроекты присваиваются кем-то. Но мы, раз находимся в одном парламенте, мы являемся инициаторами, детонаторами этих законопроектов. Население республики прекрасно знает, что начиная с 2012 года по детям войны работали именно коммунисты, поэтому это тоже говорит о том, что
наш труд не пропадает зря. И по знамени Победы, я помню, на майском заседании, по-моему, 2018 года выносили законопроект о знамени Победы. Но сегодня, когда уже мы обсуждали в первом чтении, я выступал и говорил, просил коллег из «Единой России» обращаться очень внимательно к нашим законопроектам. Вы же 4 года тому назад нам отказали, а сегодня создалась такая ситуация, что необходимо принять такой законопроект. Мгм. А вот вы упомянули ваше предложение о башкирском гектаре. Это по принципу дальневосточного гектара? Можете пояснить, что это такое? Да, примерно так. Но потом мы провели заседание фракции, посоветовались с экспертами. Пока еще мы считаем, что не готовы. Этот вопрос мы и в дальнейшем будем прорабатывать. Мгм, понятно. Ну, давайте сейчас к вопросам нашей аудитории вернемся. Так, я почитаю. Мгм. Сколько человек насчитывает КПРФ в своих рядах в республике? Вопрос. По поставлю. республике 4500. В 2014 году было 3300. Ну, одновременно, конечно, мы ведем и прием в партию. Ежегодно мы принимаем 450 человек. Ну и чуть меньше, наверное, по биологическим, скажем, причинам тоже уходят. Есть, конечно, исключенные. Некоторые сами пишут заявления. Но таких мало. Ну, про исключенных вот вопрос нам постоянно задают, сколько не приходил бы кто из вашей партии. Все спрашивают, почему вы исключили там Мадриля Гафурова того же, там еще кого-то, называют фамилии ряд целый. Ну, Что тут, вроде заслуженный человек, журналист. Наш да, коллега, по крайней мере. да. Что У произошло? нас вот в партии есть устав Коммунистической партии Российской Федерации. И перед уставом, независимо с каким стажем, независимо от занимаемой должности, от заслуг, мы все одинаковы перед уставом нашей партии. Если товарищ нарушает устав КПРФ, то подлежит партийному взысканию предупреждение, выговор, строгий выговор и уже в конечном итоге исключение из рядов партии. Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда невозможно убедить наших товарищей, что он не прав, но когда идет вразрез с нашим уставом, приходится исключать. Это, конечно, жалко, но, тем не менее, наши исключенные товарищи, они не остаются, скажем, в стороне, они обращаются в контрольные ревизионные комиссии, в республике, в Центральный комитет, а когда уже Центральная контрольно-ревизионная комиссия дает заключение, что исключение было правильное, то уж здесь ничем мы помочь не можем. То есть уже есть такое заключение? Да, да, да. Все понятно. Хорошо. Вопросы от слушателей наших. Сейчас я почитаю. Вчера Азамат Галин, член СПЧ при главе Башкирии, заявил в аспектах мнений в нашей программе, что не колеблясь бы нанес ядерный удар по Украине. Ну, конечно, это очень интересное мнение, не знаю. А вы по каким целям готовы ударить? Это такой провокационный вопрос. Ну, здесь я не имею такой возможности, пока Нет, ударить. Галин сказал, если у меня была возможность нажать на кнопку, я, конечно, точно не могу про это Нет, процитировать. там Я же- бы нажал бы не колеблясь. Там же вот есть именно и так. мирные жители, там есть и башкиры, и русские, и татары, пусть и украинцы. Они же мирные жители. Здесь надо подходить именно так, как сегодня принимает решение главнокомандующий нашей страны. Ну, у каждого свое мнение, конечно, остается при себе. Вот, я считаю, что... Но лично вы бы не стали нажимать на кнопку, я так Ну, понимаю. конечно, как? Это нельзя. Все-таки ядерная война, она, Да. как сказать, приведет Здесь- к уничтожению всего человечества, по большому. Здесь мы должны применить и вооруженные силы, и мирные переговоры. Я помню, у вас было предложение еще в свое время народной дипломатией воспользоваться. Ну, конечно, Коммунистическая год или партия полтора назад. Российской Федерации по Донецкой и Луганской народным республикам
с 2014 года мы предлагали их принять в состав России. Но, к сожалению, вот этот период, он оказался длинным, и все эти 8 лет их долбили, разрушали, и, может быть, такого сегодня и не было бы. Но, тем не менее, раз началось разбирательство в таком духе, все-таки я уверен в том, что руководство нашего государства, Министерство иностранных дел, политические партии окажут влияние в нормальном исходе этого вопроса. Мгм. А вам не кажется символично, вот 100 лет СССР в этом году исполняется, началась специальная военная операция. Не кажется, что вам вот эта специальная операция, это как есть такое некое логическое продолжение борьбы за восстановление СССР? Вот как раз я об этом давеча тоже говорил, что Россия, она какая бы ни была, царская, советская, сейчас никто не говорит, что у нас капитализм. Ну, сейчас будем называть, давайте, своими именами, капиталистическая Россия никогда не вызывала удовлетворения со стороны Запада и Соединенных Штатов Америки. Им не нравится любой строй. Поэтому у нас свой менталитет, своя натура, свой характер. Мы должны стоять на своем. И после свершения Великой Октябрьской социалистической революции тоже ведь Антанта напала. И сегодня примерно такая же ситуация в нашей стране. Поэтому здесь мы должны быть единой, мобилизовать все экономические, военные, политические силы воедино, и необходима нам победа. Я правильно вас понимаю, что вы хотите, чтобы, ну, вернее, может, мечтаете, там, не знаю, чтобы СССР или Россия восстановилась в границах Российской империи? Мы сегодня уже находимся на другом этапе, в другой ситуации. Ну, скажем, та же Прибалтика, она никогда, наверное, уже не войдет обратно. Такой союз, который был, не восстановится, поэтому здесь уже время будет вносить свои поправки. И те прибалтийские республики, которые за счет советской власти встали на ноги, стали развитыми в социально-экономическом отношении, ну, они должны отвечать за свои поступки. Наверняка у нас был союзный договор, они тоже подписывались, поэтому прежде чем разойтись, надо было разобраться. И сегодня, когда наши олигархи без задержки уезжают куда попало, где им нравится, тоже правительство нашей страны долго принимает решения. Надо в таких случаях, наверное, поэффективнее работать, и чтобы у населения нашей страны была надежда и уверенность в завтрашнем дне. Ну, смотрите, чтобы что-то изменить вот именно нормальным правовым путем, это нужно побеждать на выборах. Так ведь? Ну да, вот, через конечно. год уже выборы в Госсобрании Башкирии. Какую цель вы ставите на этот раз? Или рано еще об этом говорить? Задачи и цели, они исходят из сегодняшнего положения. Мы к предстоящим выборам, так сказать, начали подготовку. Вот, мы с нашими товарищами по партии будем подбирать кандидатов, изучать наших товарищей, кто работает в комиссиях. Вот, мы их тоже будем перебирать. Ну и с другой стороны, мы благодарим, конечно, наших избирателей, которые от выборов к выборам дают или голосуют за нашу партию и за наших кандидатов. К сожалению, мы сегодня признаем то, что мы не сохраняем эти голоса. Из-за того, что идет административное давление со стороны администрации, и
наши товарищи уж тоже люди, им жить надо, где-то соглашаются, где-то, грубо говоря, сказать, подкупают, ну, всякие бывают. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь и к органам государственной власти. Давайте будущие выборы будем проводить честно и чисто. Ну, мне кажется, это немножко наивно, нет? Нет, наивно, не наивно. Я понимаю, что это правильно. Я их призываю. Что выборы должны быть честными, прозрачными. Но Ну, со своей стороны мы тоже подготовимся, будем готовить наших членов комиссии с правом решающего голоса, наблюдателей, ну и кандидатов, конечно, будем подбирать. Я думаю, что среди наших кандидатов не только будут коммунисты, но и беспартийные, наши сторонники. И мы ставим перед собой реальные задачи. Не хуже должны быть результаты 2018 года. А напомните, кстати, результаты какие были? 18,6% То есть мы набрали. практически каждый пятый человек проголосовал за вас. Да. Ну, если считать официальные итоги. Да. А если было бы, вот, по-вашему, допустим, условно говоря, все вот эти элементы административного давления убрать, все посчитать честно, прозрачно, сколько бы вы могли набрать? Мы могли бы набрать на сегодня, вот без давления, если честно, чисто провести, процентов 35-40. Угу. То есть и вот в следующем выборном цикле Конечно, вот, конечно. на такую цифру вы вполне можете рассчитывать. Конечно. Так это же практически большинство в парламенте, если с кем-то вы еще будете в какой-то в коалиции, условно говоря. Коалицию создавать сейчас не предусмотрено регламентом. Не, имеется в но виду потом, уже в парламенте. Да. По факту. Вот смотрите, до 2018 года нас было 10 человек, а до этого вообще 6 человек в нашей фракции. Мы, то есть, на тех выборах в 1,5 раза увеличили. Если такими темпами мы пойдем, я думаю, что мы приобретем большую политическую силу. Ну, логический вопрос. Вы же участвовали еще в выборах главы республики и набрали больше 10%, если не ошибаюсь. Собираетесь ли вы на следующие выборы, я не помню, в каком году они будут, тоже так же вот выборы баллотироваться? главы республики состоятся в 2024 году. Ну, достаточно близко уже. Да, уже надо быть готовыми. Вот в 2014 году я от КПРФ набрал более 10%, в 2019 году меньше 10%, конечно, к сожалению, вот из-за нашей слабости, я считаю. А кого будем выдвигать кандидатом, пока еще не могу сказать. Ну, логично, что партия будет своего лидера выдвигать. Мне кажется, тут уже никто это... Потому что кандидата на должность главы выдвигает Общереспубликанская партийная конференция. Это понятно. Я не думаю, что кроме вас кто-то будет там еще претендовать. Время есть, мы можем подготовить. А вы даете, кстати, дорогу молодым в партию? Конечно, конечно. Хотел спросить у вас про тему тарифов ЖКХ. Как бы, я думаю, она многих волнует эта тема. Почему, на ваш взгляд, тарифы на коммунальные услуги подняли 2-й раз за год, так сказать, вне графика? И к чему это может привести? Повышение тарифов в декабре месяце, по-моему, произошло по инициативе федерального правительства. Но здесь наше республиканское правительство, конечно, пошло на соглашение. Вот. Мы на заседаниях комитетов и на заседании Госсобрания говорили, что это нельзя, потому что мы субъект это Российской Федерации, самостоятельная республика, мы могли вот этот вопрос отложить на то же время, как в предыдущей было принято, с 1 июля. Получилось так, что в течение 1 года 2 раза повысили, плюс еще инфляция идет по стране. Это очень больно бьет именно по низшим слоям нашего населения. Это недопустимо. Я очень отношусь к этому вопросу отрицательно. Тем не менее, вот, возвращаясь к бюджету, мы защищали цифры Министерства жилищного и коммунального хозяйства, потому что предусмотрено на следующий год на 3,2 миллиарда рублей.
а мы в своих поправках говорили о том, что сохранить надо на том уровне, на каком были в этом году, в текущем году. Потому что жилищно-коммунальное хозяйство находится в тяжелом состоянии, трубы гниют, капитальный ремонт мы проводим мизерно, надо считать, поэтому и прорывы, и обеспечение водой, теплом, и, конечно, вот за услуги ЖКХ, вот я разговаривал с пенсионерами, у них, вот у кого пенсия минимальная, у них 50% уходят на ЖКХ. У кого же побольше, там 1/3. Ну, лекарства очень дорогие. Очень много. Поэтому с тарифами ЖКХ надо очень тонко Ну, работать. может быть, надо. за счет субсидий государства все-таки тарифы эти немножко для населения-то снизить? Ну, выходы надо искать. Искать надо. Вопрос от слушателей. Почему нет протестов против повышения тарифов и цен, какие были в 2018 году против повышения пенсионного возраста? Вот, на ваш взгляд, почему? Мы этот вопрос обсуждаем в своем партийном круге. Если, конечно, население будет поддерживать нас на протестных работах, скажем, протестной деятельности, на выборах, мы готовы эти вопросы выносить. И я думаю, что первые месяцы следующего года, наверное, будут создавать такие условия невыносимые для нормального человека. Я думаю, что к этим вопросам надо подходить с государственной точки зрения. Здесь одним протестом ведь решить невозможно. Поэтому, когда мы встречались с главой республики, нашей фракции об этом говорили, когда мы ведем рабочие встречи с членами правительства, напоминаем об этом на заседаниях своей фракции. Вот мы недавно рассмотрели на круглом столе градостроительство в нашей столице, в Уфе. Хотя показатели очень хорошие, но в то же время очень много нерешенных вопросов, которых не знает наше население. Поэтому я думаю, что эти вопросы, они будут у нас на повестке дня в следующем году. Может быть, здесь немножко ситуация в другом. Сейчас сложно вообще какие-то протестные акции проводить. Я вот помню, даже на вас лично составляли протокол, когда вы хотели возложить цветы к памятнику Ленина, если не ошибаюсь, 1 мая. Да. И чем закончилась эта история? То есть вам штраф выписали, а дальше, по-моему, вы протестовали. Вот чем закончилось? Ну, по тому поводу действительно там в первой инстанции суд вынес решение оштрафовать на 20 тысяч, но в Верховном суде мы выиграли этот процесс. Ну, просто вот эти факты, они много сил, энергии отнимают, время отнимают. Вот правоохранительные органы тоже иногда пустым делом занимаются. Надо же реально. Мы тогда никакого протеста не проводили, публичного мероприятия не было. Я понимаю, в протоколе было обоснование, что красные шары у вас были как признак публичного мероприятия. Да. Мы в день 1 мая просто возложили, поговорили, а там никаких элементов публичного мероприятия не было. Для вас это было шоком, удивлением, вот это поведение органов внутренних дел? Или привычно, наоборот? Я уже начал привыкать, честно говоря. Хорошо. Вопрос от слушателей. На каждом избирательном участке есть члены КПРФ. Почему они допускают фальсификации на выборах? Ну, вы частично ответили, конечно. Можете прокомментировать. К сожалению, вот заострю внимание наших слушателей о том, что более 7 тысяч избирательных участков в республике, а нас всего 4,5 тысячи. Даже мы силами коммунистов не можем перекрыть. А есть у нас 80-90-летние коммунисты, к сожалению, они тоже не могут участвовать на выборах. Но, тем не менее, очень активно поддерживает нас движение за новый социализм,
комсомольцы, ленинские комсомольцы, представители Союза советских офицеров, представители женского движения «Надежда Россия», ну и обычные патриоты нашей республики приходят и изъявляют желание участвовать и защищать наши голоса. Ну и вот мы, когда принимаем в партию, они идут вступать для того, чтобы бороться за справедливость. Побольше бы наших коммунистов, сторонников. В каждом районе, городе есть у нас отделение. На сайте Рискома БРО КПРФ есть у нас КПРФ 102 на сайте, все данные, надо общаться, приходить и, конечно, А если в партию вести КПРФ работу. придет какой-то человек просто не беспартийный, скажет, я хочу помочь в наблюдении за выборами, вы такого человека возьмете как бы со стороны? Конечно, мы, конечно, не сразу... Ну, проверите его, да, может засланный вот. косачок какой-то. Да? Бывают и засланные казачки, да. Потому что это политическая борьба, тут Да, да, без да. этого никуда не Да. денешься. Вопросы еще конкретно, не знаю, я, честно говоря, не понимаю, о чем речь, но, может быть, и вы знаете. В рамках подготовки к выборам 12 декабря в Благовещенске в территориальную комиссию назначен от КПРФ директор муниципального предприятия. Спрашивают, это так или нет? Что тут? Ну, сейчас точно не могу вспомнить, но действительно в состав территориальной избирательной комиссии мы предлагаем те кандидатуры, которые предлагаются местным отделением КПРФ. Они наверняка этого человека хорошо знают, вот, по деловым, политическим убеждениям, и проверенных людей. Бывает, что мы даже не соглашаемся с местными отделениями, уже начинаем помогать подбирать кандидатов. Но действительно, вот в УИКах и ТИКах должны быть люди принципиальные, грамотные, ну и убежденные товарищи. Вот вопрос тоже поступает, но как бы я думаю, он логичный. Ну, считается, что Компартия защищает интересы трудящихся. Это как бы, ну, это уже распространенное мнение. Да. В то же время в рядах КПРФ много предпринимателей, там, как пораньше говорили, члены буржуазии. Вот. И вопрос так звучит. Кто из депутатов фракции КПРФ является представителем пролетариата, а кто представителем бизнеса, буржуазии, в кавычках? Вот объясните, пожалуйста, сегодня, эту позицию. Это очень интересный наверное, вопрос. делить на буржуазию, пролетариат нет возможности, так как у нас промышленности уж, скажем, нет. И рабочий класс у нас тает на глазах. Поэтому сегодня и таксисты, и предприниматели, и фермеры, они, считаю я, вот и на пленуме ЦК прозвучало, если они работают, зарабатывают честным трудом для себя и оплачивают налоги, это нормальное явление. И поэтому есть и предприниматели, но они в свою очередь несут тяжелое бремя по финансам, вот, оказать помощь там больному. Был такой случай вот из Салаватского района, больного ребенка 3 раза возили в Москву в больницу, а там ведь стоимость только дороги во сколько обходится, ну и там жить и так далее. Но наши товарищи отзываются и с уважением помогают. Угу. Ну, наша программа потихоньку подходит к концу. Дело в том, что через несколько минут должна состояться другая программа «Диджитал среда». И вот, ну, наверное, последний вопрос, если, может, ну, как бы он такой предпраздничный. Ваши новогодние пожелания нашим слушателям, может быть, аудитории вашей партии. Уважаемые слушатели, наши сторонники, коммунисты Республики Башкортостан, я вас поздравляю от имени Бюро Республиканского комитета КПРФ и депутатов-коммунистов республики с наступающим новым 2023 годом и желаю прежде всего крепкого здоровья, большого терпения и не унывать, не опускать руки, а надо делать то, что сегодня возможно сделать для себя, для республики, для страны. С наступающим Новым годом!
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был первый секретарь Рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в башкирском парламенте Юнир Кутлугужин. Далее в 12 часов должна начаться программа «Диджитал Среда». Вас ждет обзор новостей в области диджитала и маркетинга, их обсуждение. Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго.